В дни работы центрального рынка, согласно введенным ограничениям, торговые работники и посетители рынка обязаны носить маску, и в магазинах должна быть соответствующая дистанция между посетителями. Уважаемые, давайте дистанцию как-то будем держать. Кто не в маске, пожалуйста, оденьте маски. Контролер центрального рынка Роберт Будпа отмечает, что работники рынка придерживаются ограничительных мер. Сложнее с посетителями рынка, которые иногда реагируют негативно на замечание надеть маску. На вопрос, многие ли работники рынка болеют, он ответил, что пустующие места в торговых рядах – это места сотрудников, которые болеют коронавирусом. Наши работники все выполняют. Остальных, кто пришел, мы ничего не можем сказать. Мы предупреждаем, говорим, но они делают свое. Мы говорим, предупреждаем, ну, что сказать. Мало народу сейчас стало, очень много болеет. Смотрите, где закрыто, где черные, они закрыты. Они не болеют, правда, что болеют, не проходят. Это правда, это правда. Некоторые продавцы высказали пожелание добавить дни работы рынка, так как товар у них скоропортящийся. У нас с цветами очень тяжелое положение. Суммы большие, и закрытие рынка у нас, как видите, очереди здесь тоже нету. Как бы так. Хотя бы сделали нам через день бы хотя бы в цветочном ряду. Вообще на рынке день там обрабатывают, день давали работу, потому что очереди нету. Людей очень мало. Наша просьба просто, чтобы у нас понедельник, вторник, среда для нас, для рыночных, очень неудобно, уже вообще-то ничего. Лучше тогда рабочие дни вот, и выходной. Четверг, пятница, суббота хотя бы. Заместитель главы администрации отметил, что работать нужно пока по установленному режиму. Дальше будет видно. Нужно понять и поддержать врачей, которым пришлось оставить свои семьи, героическими месяцами спасать жизни людей в госпитале, сказал Автандил Сурманидзе. Врачи просто вот героически, они спасают людей. Мы их должны понять. Мы должны разгрузить. Люди месяцами свои семьи не видели, работают и днем, и ночью. Мы тоже их поймем. Просто сейчас вынужденная мера, надо потерпеть чуть-чуть. В супермаркете «Кормилица» администратор Сабина Куртаглы поделилась, что в дни, когда приезжают автобусы из деревень, сложно запускать людей в магазин по двое. Они начинают в очереди ругаться и толпиться возле двери. На улице они начали ругаться, они говорят, вы не пускаете, они там, говорю, как есть, толпятся возле нашего входа. Просто все кучкой собираются, вы когда проезжаете, можете это увидеть. Заместитель главы администрации Автандил Сурманидзе отметил, что если они хотят работать, то обязательно нужно соблюдать все предписанные нормы. Вы должны контролировать в любом случае. Поставьте. Но это ваши проблемы, пожалуйста, проконтролируйте, поставьте молодых ребят. Я знаю, я несколько раз сюда заходил. У вас более-менее здесь нормально, вы соблюдаете и социальную дистанцию, и масочный режим. Так и продолжайте. Вы же работать хотите же. Ну, конечно, мы же на благо да. города, на благо наших людей же все делаем. Заместители главы города также проинспектировали, как проходит рейд сотрудников милиции по выявлению нарушителей ограничительных мер в общественном транспорте. Просьба, требование уже для всех было озвучено. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим. С пассажиров тоже требуйте. Вы за рулем находились без маски. Да, пожалуйста, это не чья-то прихоть, это для вашей же безопасности, для безопасности пассажиров. Заместитель начальника ОВД по городу Сухум Нукзар Чичба отметил, что ежедневные рейды показали, что практически в полной мере соблюден масочный режим. По его словам, редки случаи, когда у пассажиров нет маски. Проводим рейды ежедневно на выявление нарушений распоряжения президента. Могу заявить, что масочный режим соблюдается практически в полной мере. Пассажиры, водители, единицы, которые тут же одевают маску. Но у них оговорка, мне дышать трудно. По итогам инспекции Автандил Сурманидзе отметил, что на сегодняшний день люди с пониманием стали относиться к ограничительным мерам. На мой взгляд, дела пошли на улучшение. Люди с пониманием начали относиться ко всему этому. Потому что если мы все эти меры не будем соблюдать, завтра у нас все может закончиться очень плачевно. Вы сами прекрасно знаете, врачи, наши медики героически спасают наших граждан. Им надо помочь, надо дать какой-то промежуток. И я думаю, что такими темпами, тихо-тихо, у нас в конечном итоге результат будет положительный. Карантинные меры, введенные 12 января распоряжением президента, будут действовать до 10 февраля. Элана Какаля, Давид Авизова, пресс-служба администрации города Сухум.